Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 71-й Алтайский разговор. Меня зовут Виталий Лажицев. В гостях у меня сегодня Олег Брагинский. Олег, приветствую. Виталий, добрый вечер. Сегодня мы разбираем фриланс. Что это такое? Фри– это свободный, ланс– копье. Так раньше называли людей, которые были за деньги готовы служить любому господину. Они обычно тусовались в каких-то тавернах, они иногда дрались, буянили, но в целом это были люди без особых моралей и принципа, готовые выступить под любым знаменем. Приходило время, им давали деньги, и они шли за кого-то воевали. Потом у их хозяина деньги заканчивались, их могли перекупать, и они могли убить своего предыдущего хозяина даже без всякой злости. То же самое сейчас происходит. Есть масса людей, которые готовы работать только в офисе, но в какой-то момент времени они вдруг получают серьезнейшую аллергию от своей компании. Они уходят и вдруг понимают, что такое же место найти не получается. Они или становятся сбитыми летчиками, которые уже не взлетают, или они говорят: я фрилансер, я готов работать, но на проектной основе. Это немножко страшно, но чем раньше вы начинаете, тем быстрее ваша база растет, и лет через 5 вы себя совершенно комфортно чувствуете, вы сам себе начальник, у вас круг клиентов, вас уважают, у вас есть деньги, всем хорошо. Это здорово, если, конечно, сбитый летчик из себя реально что-то представляет. Бывает так, что есть проблема в этом, да. Ну, как преподается данный навык в школе трэблшутеров? Я начинаю с экономики. Я говорю: послушайте, вот всегда у вас есть вариант работать с человеком или с компанией. Например, если вы покупаете себе какого-то специалиста из компании, так или иначе вы оплачиваете его отпускные, так или иначе вы оплачиваете часть офиса, который он занимает, так или иначе вы оплачиваете всякие административные расходы на его начальников, проектных менеджеров и кого угодно. Получается, человек из любой компании стоит раза в 2 дороже. Если вы работаете с фрилансером, у него ничего этого нет. То есть у него нет офиса, у него нет подчиненных, у него нет каких-то лишних расходов. Он живет в своей же квартире, пользуется своим же компьютером, и это не только дешевле, у вас прямой контакт, посредников нет искажения коммуникации. Да, есть некий риск, но у меня есть фрилансеры, с которыми я работаю уже лет по 20. То есть, получается, в нужный момент я просто призываю их, они говорят: ну, там, 2-3 недели я выныриваю и буду на твоем проекте. Я говорю: замечательно, жду. И нет ничего лучше, чем фрилансеры. Почему? Это люди, которые, чем чаще к ним обращаешься, тем они к тебе серьезнее относятся. Ты им не начальник, ты им а-ля партнер, ты им деньги, а они очень стараются сделать этот проект, чтобы попасть в следующий. Ну, значит, это хорошая стратегия за много лет собрать личный полк верных копейщиков, которые придут по твоему зову. Мы поговорим об этом дальше. А сами трэблшутеры– это фрилансеры? Нет, трэблшутеры не фрилансеры по одной простой причине. Фрилансеры– это люди, готовые стать под копье. Я почти всех трэблшутеров учу: ребята, ни в коем случае не идите в каждую армию, не идите в каждый бой. Я был очень неразборчив. Я работал на компании водочной, я работал на компании, которые занимаются геологоразведкой, я работал на компании, которые занимаются добычей сырья, я работал на компании, которые занимаются спиртными напитками. И, если честно, я очень жалею. Некоторые мои клиенты с моей помощью делали гадкие вещи, и я успокаивал себя какими-то такими сопливыми какими-то аргументами, а сейчас понимаю, что они скоты, и я тоже негодяй. Поэтому я все время говорю: если вам не нравится деятельность, если к вам относятся неуважительно, если вам некомфортно, в проект лучше не идти. Проект любой– это все-таки работа с людьми. Уважайте себя, уважайте клиента, и не надо ни под кого прогибаться. Если вы прогибаетесь, вы получаете стресс, вы хуже думаете, ваши решения не такие яркие. Не нужно иметь 100 проектов в течение года. Имейте 30, имейте 50. Вас это гарантированно покормит, и лучше гордиться своими проектами, чем вообще заниматься чем попало. И поэтому я рассказываю историю. Есть такой мультфильм, называется «Рататуй» французский. Там такой маленький крысенок, который всем объяснял, что нельзя есть все, что попало. Можно голодать, но есть только самые вкусные вещи. И мне это очень нравится. Хорошо, что вот тема у нас вроде бы такая банальная, а мы ее очень не банально рассматриваем. Тогда я еще задам один вопрос, наверное, многих он волнует, что ну а как же я не могу браться за все проекты, мне ведь надо на что-то жить и кормить семью. Может быть, здесь уместен совет какой-то накопить какой-то капитал, какой-то там, ну, условно, стать миллионером или мультимиллионером, рублевым. И ты уже можешь себя спокойно чувствовать. Виталий, в реальной жизни нет. Вот любой человек, который на нас посмотрит, скажет: парни рассказывают о каких-то космических вещах. Я делаю очень просто. Я в каждый проект вхожу нищим.
Это означает, что у меня, конечно, есть деньги, у меня есть счета, у меня есть одежда, у меня есть квартира, у меня есть все есть для жизни. Но в каждый проект я вхожу в нищий. Вот те, кто ходил в школу трэблшутеров, они видели. Я ходил в одних и тех же джинсах, у меня было 2 футболки и одни кроссовки, зимой и летом. Я фактически мерз. Почему? Потому что я каждый раз хочу быть голодным. Если я буду такой вальяжный, и деньги у меня будут как будто бы сквозные из проекта в проект, я буду такой, как все. Я буду болтун. А я говорю, нет, вот у меня как бы вот в этом проекте есть столько денег, нет больше. Я как бы хвосты обрубил, я живу в неком коридоре. И получается, в каждом проекте свой коридор. И теперь уже в каждом коридоре, в каждом бизнесе, где там я бываю, я начинаю как нищий, а заканчиваю мультимиллионером. И вот это мне нравится. То есть не быть все время мультимиллионером, а сказать, так, я заработал, деньги на банковский счет, начинаем с нуля, не трогаю ни копейки. Вот это круто. Ну, классный подход. Я как-то это чувствовал интуитивно. Любил всегда с карты там, деньги убрать, которые там пользуюсь постоянно, ежедневно. У меня там несколько тысяч рублей есть, а на счетах там много, допустим. И у меня появляется какой-то азарт. Давай-ка заработаем еще. И они как-то берутся откуда-то. Наверное, вот в этом и кроется этот секрет. Ну что ж, тогда для кого хороша работа фрилансером? Если вы сильный специалист, вы фрилансером быть не боитесь. Вот я сейчас работаю с большим количеством фрилансеров в разных областях. Буквально читали недавно, их 107 человек, на секундочку. И я про каждого горжусь. То есть я все время думаю, интересно, столько времени, а я не нашел лучшего там такого-то специалиста, лучшего такого-то. Хотя, в общем-то, готов. То есть люди в команде не появляются там 5 человек в год. Они очень медленно растут, все медленнее и медленнее. То есть за последние 2 года в команде появилось, ну, 1,5 человека. Один уже вошел в команду, второй мы еще думаем с коллегами. Но в целом получается, что сильный специалист очень спокойно уходит на фриланс, потому что он умеет то, чего другие не умеют, и клиенты есть. И наоборот, если вы не уверены в том, что у вас будут клиенты, значит, вы не специалист. Все очень просто. То есть, если вы не уникальны, вас и шеф может выгнать, и на рынке вы никому не нужны. А таких людей больше всего. То есть, человек говорит, а вот я боюсь уходить. Ты не боишься, ты просто ничего не умеешь. Ну, поэтому и боится, логично. Просто причину не надо скрывать от себя. Ну что ж, какие есть правила хорошего фрилансера? Ну, во-первых, я все время говорю, что любой эксперт, в том числе фрилансер, должен всегда иметь некое описание своих работ. Должен быть райдер, то есть с чем я работаю, с чем я не работаю. И должна быть цена. Если вам не может фрилансер называть цену, он не специалист. Тот, у которого много клиентов, он не стесняясь называет свою цену, которую комфортно считает, и спокойно реагирует, если вы не соглашаетесь. Нормальные фрилансеры никогда не говорят, что они готовы дешевле работать. И на вопрос, будет ли скидка, говорят, мы не даем скидок. Зачем? То есть, если вы специалист, у вас должна быть очередь. И то, что клиент ее не видит, не означает, что ее нет. Я обожаю отказывать клиентам. Я в этом получаю кайф. Я в этом чувствую силу. То есть я не хватаюсь за все, что угодно, за там гнилые яблоки. А я говорю, нет, послушайте, вы как клиент не подходите. И все говорят, что? Ты вообще больной? Я говорю, да, я больной. Олег, а какие есть основные риски у фрилансера и как их избежать? Первый риск – это что могут не заплатить. Обычно фрилансеры работают на уровне аванса и так далее. Даже вот в России у меня такое было, пару компаний мне не заплатили. Допустим, компания Проконсим. Крупная компания, занимается инженеркой, канализацией и так далее. Платили, 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 и вдруг не заплатили последний платеж. И понятно, что вся моя команда мне на слово поверила, но мне это как бы неприятно. Вроде бы был проект, вроде мы что-то сделали, и вдруг раз в конце не заплатили. И я думаю, это же я виноват, я виноват. Но это риск обычный. То есть какой-то платеж, обычно последний, может не дойти. Об этом нужно страховаться. Второй риск. Против фрилансера могут быть брошены юристы. То есть если вы фрилансер, у вас юриста нет, или вам дорого содержать, а любая крупная компания, с которой вы мечтаете работать, Сбербанк, Газпром и так далее, они вдруг на вас насылают кучу юристов, и вы еще крайним оказываетесь. Вы отползаете, израненный, окровавленный, думаете, как же так, я столько всего сделал, не получил деньги. С крупными компаниями, очень крупными, лучше не работать. И третья вещь – ассоциации. Ассоциации фрилансеров – это тоже миф. К сожалению, тут не бывает таких, знаете, генералов или лидеров, которые защищают всех. К сожалению, каждый человек сам по себе несет ношу тяжести работы фрилансером. Подытожим за фрилансеров, что нужно сделать, чтобы зарабатывать кучу денег, чувствовать себя комфортно и сколько
времени должно на это уйти? Надо на своей работе, если вы где-то работаете, стать уникальным специалистом, чтобы вас все боялись потерять. И если вы уходите, что вам предлагали удвоение зарплаты. Вот если вам предлагают удвоение зарплаты, можно немного поработать, но только для того, чтобы иметь оплаченное время, для того, чтобы освоить парочку смежных специальностей. У айтишников есть такое понятие full stack developer. Это человек, который может делать и начальную часть работы, и среднюю часть, и финальную часть. Это уникальный специалист. Он универсал. Большинство наемников, они очень узкие люди. Вот можно в компании жить, пока вам есть чему учиться. Только научились, быстрее уходите. Чем дольше в компании вы находитесь, тем меньше вы специалист. Вы притираетесь другим шестеренкам. Вы хороши только в этом механизме, а на рынке вы будете никто. Чем больше в компании вы работаете, тем менее цены вы на рынке. Почему? Потому что вы не понимаете веяний, вы не понимаете ничего нового. Вы встроились в механизм, который, возможно, работает не идеально. Это невероятно полезно. Олег, давайте переместимся на другую сторону баррикад. Когда стоит нанимать фрилансеров? Я очень спокоен к этому. Я всегда, когда есть задание, даю его и компаниям, и фрилансерам. У меня, к счастью, есть команда ребят, которые умеют это все оценивать, и я получаю невероятный кайф от того, что или фрилансеры делают это дешевле, чем мы рассчитывали, или команда делает намного круче, чем мы это можем. Каковы плюсы привлечения фрилансеров? Трудно сказать. Риск соизмерим с экономией. Если вам повезет найти хорошего фрилансера, он для вас становится почти наемником. То есть вы начинаете поддерживать эти отношения. И наоборот, если фрилансеры, допустим, даже стоят дешево, вы теряете время. Ценнее времени ничего нет. Поэтому часто бывает такое, что я даю 3 фрилансерам одинаковую работу, мы проходим полпути, а потом я выбираю одного лучших или говорю, ты основной, ты запасной. А вы платите тем, кто что-то сделал, но вы не приняли по каким-то причинам? Может быть, это Обязательно. дизайн и Я, субъективно тут. Нет, я плачу всегда предоплату обязательно. То есть я считаю, что нельзя никого обижать. Я считаю, что человек должен радоваться тому, что он получил деньги. Пускай он купит себе вина, пускай он себе купит, не знаю, жареную курочку, пускай он себе купит футболочку, пускай у него будет счастье. Я считаю, что если человеку не заплатить деньги, он как крепостной, он переживает, а будут ли деньги? Не надо. Пускай он будет счастлив от того, что у него есть работа, а не будет беспокоиться, сможем ли мы с ним сотрудничать. Я плачу наперед. Так, вопрос должен все-таки прозвучать. Минусы и риски работы с фрилансерами. Минусы я уже говорил. Часто многие фрилансеры, которые что-то про себя пишут, оказываются не тем, кто нужно. Постоянно мы отсеиваем 95% желающих, потому что оказывается, что некоторые вещи они написали в свое резюме или объявление просто так. А на самом деле этим не владеют. Вторая вещь, многие фрилансеры неадекватны. Да, понятно, их многие кидали, и они начинали какие-то странные условия ставить. Допустим, 100% предоплата. Мне не жалко денег. Просто я понимаю, что человек, который так мыслит, он ущербен. Я, допустим, будучи фрилансером, очень часто говорю, да, если вы не можете заплатить, объясните, почему я должен работать бесплатно какой-то период, и короткий период я готов бесплатно работать. То есть я вас точно готов удивить. А человек, который говорит, меня все кидали и выкинете. Нет, неудачники нам не нужны. И третья история. Фрилансеры, они чем ближе конец проекта, тем меньше уделяют внимания, потому что они начинают искать очередной источник дохода. Поэтому фрилансеров я пытаюсь обычно брать на проекты и сразу же говорю, ребята, вот есть этот и этот. И я их подписываю сразу на 2-3 проекта, причем самым последним ставлю наименее ценный, потому что я понимаю, что в конце уже будет срыв. Здорово. А как решить дилемму? Брать человека в штат или работать с ним на фрилансе? Все просто. Если у вас избыток денег, если у вас какой-то работы много, вам выгоднее держать человека на зарплате. Если у вас работа разовая, если у вас денег не очень много, если вы не уверены в продолжении своего стартапа или какой-то деятельности, лучше брать фрилансера. А как вовлечь фрилансера в корпоративную культуру, какую-то ответственность там привить условно? Потому что, может быть, у вас там проект, у вас там свои дела, есть сотрудники, а вот какой-то там участок на фрилансе. И он в нужный момент, он говорит, у меня другой, более срочный заказ, извини, дружище, не могу, не успеваю, и вы там все с треском проваливаете. Ну, такое может быть вполне. А если человек вовлечен, то у него какое-то есть чувство ответственности там, и так далее, там, миссия, ура, ура и так далее. Вот как вот в это дело человека тащить? Никак. Ему нужно просто показать, что с вами работать выгоднее всего. Бывает такое, что другой заказчик более интересен, и вас меняют, вам изменяют. Это обычное дело. Это не что делать с корпоративной культурой и с фрилансером, это что делать с собой, своими проектами. Проекты выдающихся руководителей и компаний, которые невероятные, не бросают. Бросают посредственных руководителей, посредственные компании. Но менять себя.
хорошее замечание. Ну что ж, почти под финал. Почему есть негатив к профессии фрилансера? Ну, я там помню лет 7 назад, когда у нас реально мы фрилансеров использовали в работе, как только там кто-то, ну, часто вопросы, даже сейчас еще задают, а у вас на фрилансе сотрудники, программисты или в штате? Если вдруг сказать на фрилансе, это прям фу. Ну, вот почему такое отношение, хотя это вроде как нормальная история? Я не знаю. Мне кажется, что очень часто и в компаниях бывают наемники, отвратительные сотрудники, и на фрилансе бывают отвратительные. Другое дело, что да, знаете, есть такое понятие негативный отбор. То есть чаще работу теряют плохие сотрудники. И во фриланс пытаются пойти чаще все-таки слабые специалисты в процентном соотношении. Почему? Потому что сильный специалист уходит в свое плавание, когда есть клиентская база. Он объявление не вывешивает, вы найти его не можете. Да, он фрилансер, он сильный, но он работу не ищет. И получается, те, кто работу не может найти, те чаще пишут объявления, чаще их обновляют, больше выпендриваются, какие-то подтасовывают сертификаты и отзывы, и поэтому мы на них натыкаемся чаще. Это как в лесу. Поганых больше, чем белых грибов. Ничего страшного в этом нет. Ну, здесь, то есть, выборка просто так складывается. Да. Ну что ж, под финал этого классного подкаста, Олег, пожалуйста, какое-то напутствие. Фрилансеры удобны, если вы хотите сэкономить. Фрилансеры опасны, если у вас истекает срок. Фрилансеров нельзя приучить работать по вашим правилам. Сколько у вас будет фрилансеров, столько языков общения с разными людьми вы должны демонстрировать. Фриланс – это подход лидеров. Если у вас есть лишние силы, используйте фрилансеров. Если вы хотите спокойствия, берите наемников. Фрилансеры непредсказуемее и дешевле. Наемники тупее и дороже. Здорово. Это был 71-й Алтайский разговор. Меня зовут Виталий Лаженцев. В гостях сегодня у меня был Олег Брагинский. Огромное спасибо, и мы увидимся в следующей передаче. Спасибо, Виталий, и до встречи на очередном Алтайском разговоре.